Песнь третья. О том, как Токтамыш повелел своим биям испытать, кто такой в действительности Кубыгыл. Джанике в одну из ночей Токтамышу сказала так: «Супруг мой, свет моих очей, погляди-ка, мой хан, погляди, табунщик вчерашний твой, вчерашний овчар, а теперь советник всегдашний твой. Словно он би или мурза, что делает Кубыгыл? Погляди-ка во все глаза, родился сын у него, праздник устроил он, как ты, властелин Орды, когда у тебя, мой хан, родился Кадыр-Берды, когда я родила от тебя двух девочек-близнецов, с ханским отпрыском Кубыгыл своего ребенка сравнил. Оглянись, мой хан, оглянись, завещал тебе знамя Чингис. Это знамя в руке у него. Он сидит, не страшась никого, будто он державы глава, и щетинится голова. Погляди-ка, мой хан, мой супруг, как он судит в твоей стране, как стоят твои 40 слуг, натянувшись подобно струне, как он ходит сюда, погляди. До начала суда, погляди. Хан-сарай, исполненный благ, открывается поутру, а над ним черноцветный стяг развивается на ветру. На престол властелин взошел, попугай украшал престол. Заговаривает вслух, появляется 40 слуг, наклоняются до земли, выпрямляясь подобно струне. 41-м от них в стороне появляется Эдигей. Исполинов, встречая того, поднимается с места хан, сам не замечая того. Ай, поднимается с места хан. Видала это и раньше Джанике, сказала супруга ханша Джанике: овчар вчерашний твой, пастух вчерашний твой, ставший бием теперь, советник всегдашний твой. Твой судья Кубыгыл, поверь, оказался тверже, чем клен. Воля, которую он наделен, тверже воли твоей, известней он в мире, чем ты, станом он шире, чем ты, мыслью быстрее, чем ты, сердцем храбрее, чем ты. Память, видно, твоя слаба, забыв Арабии породе его, вскочив, себя превратив в раба, ты с места встаешь при входе его, ай, с места встаешь при входе его. Сказал, обидевшись, Токтамыш: не разжигай ты сердце мое, речью горючей жена, не расстравляй ты сердце мое, не лги, не мучай, жена. Пастух вчерашний мой, овчар вчерашний мой, Кубыгыл, который теперь советник всегдашний мой, не будет он тверже, чем клен, а будет он тверже, чем клен, воля, которую он наделен, не будет тверже воли моей, щетинится его голова. Но я, а не он, державы глава, не будет он станом, как я, широк, а будет он станом, как я, широк, не будет он саном, как я, высок. Я венценосный властелин, не будет раб равен мне. Мне, чьим предком был Темучин, мыслью я быстрее, чем он, сердцем я храбрее, чем он, шире, чем он, станом я, ибо рожден ханом я. При входе его не поднимусь, не то опозорюсь повсюду я, Токтамышем не буду я. Хан-сарай, исполненный благ, открывается поутру, а над ним черноцветный стяг развивается на ветру. И хан Токтамыш взошел на золотой престол, приколола к престолу Джанике иголками ханский подол. У Токтамыша страна под пятой, а над ним попугай золотой. Разговаривает вслух, 40 знатных высоких слуг входят, кланяясь до земли, выпрямившись подобно струне. 41-м от них в стороне появляется Эдигей. Мужа встречает того, сам не замечая того, с места вскочил Токтамыш, отодвигая престол, лопнул проклятый подол. Иголками пронзительный треск, подкладки разорванный блеск сделали большим позор. Потупил он ханский взор, он понял свою вину, он понял свою жену. Обида пронзила его насквозь, он лег на постель, ему не спалось. 3 ночи не мог он заснуть, и очи не мог он сомкнуть. Ласкаясь к нему, Джанике сказала в 4-ю ночь: гони уныние прочь, расстанься с тревогой ты, и рану не трогай ты. Если воля его тверже твоей, мы сделаем волю слабей. Если сердце храбрей твоего, уничтожим отвагу его. Снова к нам Кубыгыл придет,
Подадим ему сладкий мед, мы в нем тоже усладу найдем. В медовику мы яду нальем. Друг он, враг ли, сразу поймешь. Если он, обнажив свой нож, взметнет его вверх острием, прежде чем выпить мед, окажется он врагом. Взметнет его вверх черенком, мы другом его назовем. Не горюй, мой хан, соверши испытание его души, мне печали свои доверь. В хан-сарае белая дверь, справа страж Ангысын, слева страж Тангысын. Хану были рабами они, Эдигею руками они. Эдигею вручили сердца, узнавал от них Эдигей каждую новость дворца. В хан-сарае стало светло, хан-властитель сел на престол. Составляя одно число, Эдигей 41-м вошел. Хан вошел, салям произнес. Улыбаясь, хан Токтамыш чашу с медом ему преподнес. Чем-то приправленный мед, желтый отравленный мед. Ангысын Тангысыну мигнул, Тангысын Ангысына толкнул, голову со значением пригнул. Эдигей загадку смекнул, нож обнажил и так сказал: с золотой рукоятью нож, в медовину сладкую нож ты воткнешь у всех на виду. Если есть отрава в меду, всю отраву себе возьмешь. Так сказав, Эдигей обнажил свой алмазный, свой острый нож, в желтый мед его погрузил. На 4 части ножом он тягучий мед разделил, размешал в середине потом и, вынув, ханше сказал: сито твое красиво пестро, дурно пахнет твое ведро. Так сказав, Эдигей ушел. Плача, ворот порвав на себе, ханша упала на престол. Сказала: понял, владыка мой, супруг мой, хан великий мой, то, что сделал сейчас Кубыгыл. Он и тебя, и меня оскорбил. Если он вверх взмахнул острием, он оказался нашим врагом, разделил на 4 части мед. Кто его замысла не поймет? 4 части, ты понял, мой хан? Иртыш, Яик, Идиль, Чулыман. На 4 части разрежет край. Мед размешал в середине он. Ясно тебе ли, отныне он возмутит Булгар и сарай. Сито, сказал он, и ведро. Скрытно сказал он и хитро. К ведру приравнял твою младшую дочь, а ситом назвал твою старшую дочь. Если, мой сын, мол, будет не прочь, если ровней сочтет их жених, он в жены возьмет одну из них, а и в жены возьмет одну из них. Ответил хан Токтамыш: смутное сердце мое, смущать не надо, жена. В чистое сердце мое не лей ты яда, жена. Другом был мне всегда Джан-Тимир, были меж нас любовь и мир. Мудрым, добрым он был стариком, от него родившийся Кубыгыл тоже не будет мне врагом. Судья и воин Кубыгыл, хвалы достоин Кубыгыл. Он тягаться не станет со мной, на меня не нагрянет войной. Пусть он духом тверже, чем я, он мне служит, зла не тая. И еще сказал Тохтамыш: не придет от него беда. То, что ты сейчас говоришь, не случится никогда. Ай, да не случится никогда. Сказала ханша Джанике: если не враг тебе, Кубыгыл, если он мести не затаил, если не знаешь ты цены верным словам своей жены, созови ты своей страны 9 самых мудрых мужей, празднество большое устрой, испытать прикажи поскорей. Кто же он? Кто он такой? Тот, кто везде Кубыгылом слывет, за Кубыгыла себя выдает. Ай, кто он? Кто он такой? Тут великий хан Токтамыш в смятение пришел. Ответа не нашел. Обернулся хан Токтамыш, совета не нашел. 9 созвал он певцов, 9 созвал он мудрецов. Одного привести приказал и слова такие сказал: Худай-берде, мой батыр, если тебя по плечу ударить я захочу, знаю, не сядешь ты, одежда с плеча моего носить не станешь ты. Стихи, батыр мой, сложи, в стихи всю правду вложи. Слово Худай-берде сказал, не понравилось оно. Выйди, хан ему приказал. Акбалтыра, сын мой Уак, и Мунджира, сын мой Чуак, с красными огоньками в глазах, посеребренные в жарких боях, волки врагам внушавшие страх. Пили их кровь не однажды вы,
и все ж умирали от жажды вы. Скажите стихи оба войдя. Два седоголовых вождя руки сложили сперва, звонко сложили слова, но хан прогнал и этих двух, не утешили ханский слух. Избранный среди людей, аргамак среди лошадей, беркут среди дальнозорких птиц, охранитель наших границ. Мечом исфаганским украшен ты, врагам многочисленным страшен ты. Ты против них, как буря, стоял, как туман ты брови нахмуря стоял. Мой батыр Каракуджа, войди в мой дом, стихи скажи. Но слово Каракуджи хану не пришлось по душе. Выйди, он приказал Кудже. Измучился хан Токтамыш, всю душу свою истерзал. Озираясь, он так сказал: кого только на сборище нет, но песни до сих пор еще нет. За какие наказаны я грехи? В день, когда беспомощен я, некому сказать стихи. Дом Нугаев в смятение пришел. Никто ответа не нашел, никто совета не нашел. Хану стихами сказать не сумел, подойти к нему не посмел. Ханский гнев стоял в ушах. Мы не знаем, все говорят, прости нас, падишах. И тогда воззвал Токтамыш: найдешь дорогу вслепую ты, откроешь тайну любую ты. Трепещет цас у тебя в руке, играет стих на его языке. Рыдает цас в печальный час, в хороший час смеется сас. Сын Туктара Батыр Тугач, звонкого дара сейчас не прячь. Стихами правду мне скажи, свое искусство покажи. Руки Тугач сложил сперва, эти потом сложил слова. Дума необычайна твоя, недоступна мне тайна твоя. Мысли твоей не достигну я, речи твоей не постигну я. Но теперь стоит у ханских врат 9 батыров старший брат. Бей Кипчак твой надежный оплот, он один твою думу поймет. Возвал тогда хан Токтамыш: чужим словам не внимаешь ты, брони вовек не снимаешь ты. Не считаешься с ханским приказом ты, лишь на свой надеешься разум ты. Бей Кипчак, войди в мой дом, слушай, что тебе я скажу. На каждом боку твоем по ножу, ростом в лиственницу твой конь. Панцирь твой, батыр исполин, из 1000 железных пластин. Длина копья 20 аршин, юрта твоя из пологов 2. Речью чужой не тешишь ты слух. Без разумения не войдешь в край, в котором живет чужак. Сын Мютана бей Кипчак, стихами правду скажи, в стихи всю правду вложи. Кланяясь низко вошел Кипчак, он вошел, колено преклонил, под колено шапку подложил. В руки взял медовину он, отведал ее половину он. Начал было стихи говорить, но сын Камала Кинджанбай сразу дело смекнул. Кипчаку он намекнул: отойди, мол, назад, чтобы не говорил не впопад, сказал тогда Токтамыш хан. 40 верблюдов везут с трудом на тебе твой мощный колчан. Сын Камала, войди в мой дом, ростом ты выше райских слуг, много пред ханом имеешь заслуг. 6 изо рта выпускаешь письмен, 6 понимаешь чужих племен. Здесь раздавались других голоса. Ты, Кинджанбай, в моем бурдюке капля последняя кумыса. Вот и последний дай мне совет, Кинджанбай, очей моих свет. Если плохо Кипчак говорил, сам скажи мне стихами тогда. Кто он? Кто такой Кубыгыл? Кинджанбай тогда сказал: великий мой хан, владыка мой хан, ты в эту тайну проникнуть не мог, и я этой цели постигнуть не мог. Я этой цели достигнуть не мог, тайна эта, как трудный сон. Не понять нугаем его, здесь мы не разгадаем его. На берегах 6 рек пребывает один человек, прозывается он Субра. Лицо пожелтело, как у бобра, голова, как выдра седа, легок меч его, как вода. Прочности нет в его зубах, ноги одервенели его, скоро отвезет его прах конь на деревянных ногах. 195 лет он глядит на суетный свет, 77 обошел он краев, убивал леопардов и львов. Этот в шубе красивый мудрец, этот в куне и шапке певец, знает, кто такой Кубыгыл. Не знает он, не знает никто. Так Батыр Кинджанбай сказал, вызвать певца хан приказал. Услыхав Токтамыша приказ, ханский гонец Баймурат тотчас шапку надел, затянул кушак.
Хвост коня скрутил узлом, поскакал к шестиречью верхом. За 6 дней резвый скакун прискакал, убыстрив бег, к берегам 6 рек. Увидал гонец певца, удивился осанке его, но был он похож на мертвеца. Движутся, мнилось, останки его, расшатались зубы его, не держались губы его, щеку готовую упасть, подвязал он белым платком. Таким он древним был стариком, что на коня не мог сесть. Если сядет, не сможет слезть. И тогда гонец Баймурат без певца вернулся назад. Токтамышу сказал Кинджанбай: из далекой стоянки мудрец, с величавой осанкой певец, на коня верхом не может сесть, а если сядет, не может слезть. Владыка мой, ласку окажи, в золотую коляску прикажи, 6 коней вороных запрячь, цветами осыпать прикажи, оглобли украсить прикажи, пуховики положить вокруг и посади 2 своих слуг. Отказаться сумеет ли тогда? Не приехать посмеет ли тогда? Токтамыш эту ласку оказал, в золотую коляску приказал, 6 коней вороных запрячь, цветами осыпать велел, оглобли украсить велел, пуховики положить вокруг и посадить 2 своих слуг. Шестиречья видны берега, входит с речью один слуга, в шубе красивый мудрец, в куне и шапке певец, осанка величава твоя, не тускнеет слава твоя, 195 лет ты глядишь на суетный свет, почести достойный старик, ты в грядущее взором проник. Мой повелитель Токтамыш приглашает тебя в свой дом. Если ты в доме его погостишь, что же ты потеряешь на том? Если ты дело его разрешишь, что же ты потеряешь на том? Исполнили слуги свой долг. Опоясав певца кушаком, подвязали ему щеки платком, рот закутали в белый шелк, чтобы голос певца не замолк, соком цветка намазав глаза, чтоб глаза не затмила слеза. На руку положили алмаз, таков был ханский приказ. В коляску старика посадив, клятву приняв, что будет правдив, рядом поставили костыли, старца к владыке повезли. Прочитал Искандер Измайлов.